Марк Владимирович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На постоянном контроле прокуратуры республики находится работа по погашению долгов по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Напомню, что на начало 2018 года долги по контрактам перед предпринимателями превышали 250 миллионов рублей, из которых почти 70 миллионов рублей – это долг республики по государственным контрактам. Сохранялась тенденция к увеличению этой суммы. В результате анализа состояния законности в этой сфере вскрыт ряд системных причин возникновения задолженности по оплате выполненных контрактов. Как вы помните, осенью прошлого года я здесь выступал с информацией, и эта проблема была обсуждена на совещании подобном. Были, обозначены проблемы, и главой республики дано поручение правительству разработать дорожную карту по погашению просроченной кредиторской задолженности по контрактам. Этот документ обсуждался с участием прокуратуры республики, и в итоге он был в конце года принят. По данной дорожной карте предусматривало погашение всех долгов. Сумма была 155 миллионов рублей до конца первого полугодия 2019 года. Полнота и своевременность реализации данной дорожной карты находится на постоянном контроле прокуратуры республики. По данным Минстроя республики, являющийся уполномоченным органом по контролю за исполнением данной дорожной карты, в муниципальное образование направлены бюджетные средства в размере 145 миллионов рублей, что составляет 93% от указанной суммы. Остаток задолженности, это около 10 миллионов рублей, планируется направить в мае месяце текущего года до истечения срока. По моему поручению прокурорами на системной основе проводится проверка фактического исполнения доведенных до муниципалитетов средств на эти цели, в ходе которых особое внимание обращается на соблюдение условий предоставления республиканских субсидий. Фактов нецелевого расходования бюджетных ассигнований не выявлено. Принятые меры позволили упорядочить процедурные вопросы субсидирования муниципальных образований. В то же время не все муниципальные образования обеспечили соблюдение финансовой дисциплины при расчетах по контрактам. В ряде случаев к ущемлению прав предпринимателей на своевременную оплату исполнительных обязательств приводили виновные действия должностных лиц муниципальных заказчиков. Например, в декабре прошлого года по материалам прокуратуры по статье 169, это незаконное вмешательство в незаконную предпринимательскую деятельность, возбуждено 4 уголовных дела в отношении бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска в связи с необоснованным снижением размера выплат 4 хозяйствующим субъектам по выполненным ими контрактами и осуществлению неочередных платежей за счет подконтрольных ему фирм. Судом установлен обвинительный приговор. Планомерная реализация мероприятий дорожной карты привела к значительному снижению количества нарушений со стороны муниципалитетов при осуществлении расчетов по исполнительным контрактам. В текущем году оснований для возбуждения уголовных и административных дел прокурорами не установлено. Таким образом, в результате согласованных действий органов государственной власти республики, руководства региона, муниципалитетов и предпринимательского сообщества состояние законности в сфере расчетов по государственным и муниципальным контрактам значительно улучшилось. Вместе с тем, до настоящего времени задолженность муниципальных заказчиков, это уже текущая, по исполнительным контрактам за 2019 год составила более 14 миллионов рублей. Это всего у нас 64 муниципальных контракта, глубина задолженности от 1 до 4 месяцев. Основной объем задолженности приходится на Ижевск, 21 муниципальный контракт на сумму 4,3 миллиона рублей, индустриальный район, 20 муниципальных контрактов на сумму 1,4 миллиона, Устиновский район города Ижевска. Наибольший объем указанных задолженностей этих районов образовался по муниципальным контрактам в сфере содержания автомобильных дорог,
проведения ремонтных работ в образовательных организациях, задолженность которых в настоящее время сторнируется. В связи с этим работа, направленная на ликвидацию долгов по контрактам, нами будет продолжена в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными органами. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Артем Юрьевич, спасибо за работу. Наши договоренности, в принципе, выполняются. Есть еще одна тема, которую мы с вами обсуждали, которую тоже нужно публично ввести, коллеги, с вами, с главами муниципальных районов, городских округов. Это незаконное предпринимательство. Те, кто работают, так сказать, по таким схемам, я не говорю уже про точки торговли, многочисленные, которые, собственно, ни патент не имеют, ни в форме ИП работают и так далее. Здесь нужно тоже внимательно смотреть, потому что это улица с двусторонним движением. Когда со стороны органов власти, правоохранительных органов, вот такое отношение к бизнесу, а именно, сделали, приняли работу, оплатите, то и со стороны бизнеса должно быть, соответственно, отношение. При этом мы и с руководителем налоговой службы, и с прокуратурой, и с коллегами из правоохранительных органов других, мы внимательно смотрим на каждую ситуацию. Иногда понимаем, что человеку там тяжело, надо встать, так сказать, выпрямиться, значит, и делать какие-то режимы такие более лояльные. Но если просто налоги не платят, мы это же видим. И особенно, коллеги, с многими из вас на эту тему говорим, я имею в виду главы района. Вот. Шебодинский район большую работу провел в этом направлении. Это непросто, но уже есть результат. Вот эту работу тоже нужно совместно вести. А так мы, конечно, все правильно делаем, что рассчитываемся. Хорошо, присаживайтесь. Спасибо. Коллеги, вообще по задолженности, напоминаю, у нас на середину 2017 года, помимо традиционной, возрастающей сильной задолженности перед «Газпромом», было и перед РЖД, и в целом за разные виды работ по госконтрактам, большие очень деньги. Мы гасим по графикам, кроме как еще не научились, еще не разобрались полностью с тем, как вовремя рассчитываться за газ. Мы уже понимаем все механизмы, понимаем, как это произошло в отдельных районах, например, Камбарка, Завьяловский район, по некоторым предприятиям видим ситуацию. У меня это лично на контроле, и здесь тоже наведем, безусловно, порядок. Вот. Но еще раз прошу, коллеги, особенно главы, мы не входим в проект, если не понимаем, как и чем будем рассчитывать. У нас много объектов незавершенного строительства. В Шарканском районе начали строить Дом культуры. Зачем, если не было уверенности, что его построен? Вот он там теперь вот трава вот такая. Ну и могу продолжать. Объектов много. Помимо этого, входим в какой-то новый проект, что-то начинаем строить, не отремонтировав то, что уже у нас там сыпется. Если возникают отношения с предпринимателями, мы должны понимать, что деньги есть, и мы свои обязательства выполним. У нас из-за этого строительный рынок, то и найти с ним. Вот мы с Турниным готовились к сезону. Мы хотим сделать конкурентный рынок, чтобы больше было серьезных игроков на этом рынке. Понимаете? Что нам отвечали? Не, мы вас строить не будем, вы все равно не заплатите. Вот так. Приходится переубеждать. Конкуренция это что? Это и качество, это и цена. Решили. Давайте дальше. По переходе строительной отрасли на проектное финансирование Семенов Ярослав Владимирович, председатель правительства. Ну, приветствуйте, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года в части развития жилищной сферы поставлена задача обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов наших граждан ежегодно, 5 миллионов семей.
Для достижения этой цели к 2024 году нам необходимо создать все условия для развития инфраструктуры. В соответствии с указом разработан и утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Впервые в рамках одного национального проекта объединены три направления: повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства и формирование комфортной и современной среды для жизни. В рамках национального проекта сформирован и федеральный проект «Жилье», который предусматривает создание условий для увеличения объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров ежегодно, с учетом перехода на механизм. Александр Владимирович, у меня просьба, Да. давайте приземлять на Удмуртию. 120 миллионов рублей это по России, давайте про республику, а то потеряются люди. У нас 1 миллион квадратных метров, насколько я помню. Да, вот я как раз говорю. Для республики показатель на 2024 год он установлен у нас с вами 998 тысяч квадратных метров. Напомню, на слайде видно, в 2018 году ввод жилья составил 717 тысяч квадратных метров. Это на 8% или на 58 тысяч квадратных метров больше объемов 2018 года. Из этих 717 тысяч 55% это многоквартирные дома. 2019 год показатель нам установлен 732 тысячи квадратных метров, что больше на 16,8 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году. Теперь, что касается строительной отрасли Удмуртской республики. На 1 мая 2019 года на территории республики 61 застройщик осуществляет строительство 93 проектов миллиона квадратных метров жилья. Количество договоров 5901 договора долевого участия. И, как вы знаете, коллеги, федеральное законодательство, закон о долевом участии, о долевом строительстве, были внесены существенные изменения. Теперь с 1 июля 2018 года прямое привлечение средств граждан возможно будет только в отношении домов так называемой высокой степени готовности, которая отвечает определенным критериям. Что это за критерии? Степень строительной готовности не менее 30%, и количество заключенных договоров долевого участия подтверждает реализацию проекта в объеме не меньше 10% общей площади. Таким образом, под старые так называемые критерии у нас с вами попадают 56 проектов или 57 многоквартирных домов. Их финансирование, их строительство будет осуществляться по действующим старым правилам. Таких у нас 5173 договоров долевого участия. Переход к проектному финансированию означает, что теперь дольщик не направляет денежные средства застройщику. Специализированные банки, таких у нас в Российской Федерации 63, на территории республики 10. Средства выдается проектный кредит застройщику, гражданин, участник долевого строительства, деньги направляет в банк. Таким образом, для граждан существует стопроцентная гарантия возврата средств при наступлении факта неисполнения застройщиком своих обязательств по строительству. Таким образом, на сегодняшний момент у нас 37 проектов или 42 многоквартирных дома не попадают под вышеуказанные критерии и будут заключаться с помощью проектного финансирования. Какая работа у нас, Александр Владимирович, в этом направлении ведется? По 4 проектам, то есть по 6 домам, застройщики уже заключили договоры с банками на привлечение финансирования по искровым счетам. Это банк ВТБ и Сбербанк. Уже заключены 9 договоров долевого участия, площадь домов составляет 86 тысяч квадратных метров. Еще по 21 проекту или по 24 домам застройщикам поданы заявления в банки. Мы рассчитываем на положительный исход рассмотрения этих заявок, заявки этих контролируем. У нас с вами еще есть 12 домов, в отношении которых мы рассматриваем варианты расторжения так называемых технических договоров долевого участия, которые в объеме по одному дому 1, по другому 2 были заключены, технически не имея реальных дольщиков. Что касается перехода на новые условия финансирования строительства, здесь у нас на особом контроле эта задача ведется. Как я уже сказал, из 63 банков, аккредитованных на территории Российской Федерации, в республике находится 10, но вместе с тем только Сбербанк и ВТБ активно принимают участие в этой работе. На этой неделе под руководством главы республики Александра Владимировича Бричалова пройдет совещание с этими банками для того, чтобы по поручению министра строительства Российской Федерации Владимира Владимировича Якушева активно
активно стимулировать банки к тому, чтобы рассматривать эти заявки. Для застройщиков мы проводим практические семинары с представителями Сбербанка, Банка ВТБ, Единым институтом развития АО Дом РФ и Банком ДО РФ. И, кроме того, налажено взаимодействие с отделением Национального банка России в Удмуртской республике. Есть два момента, на которых, коллеги, хочу обратить ваше внимание. С 25 декабря отменены плановые проверки в отношении лиц, которые привлекают средства граждан. Кроме того, в дальнейшем планируется исключить требования по предоставлению финансовой отчетности от тех застройщиков, которые работают через механизм эскроу-счетов. Но, пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех глав муниципальных образований, уважаемые коллеги, когда к вам поступает заявление на продление разрешения на строительство, либо когда у вас появляются новые разрешения на строительство заявки, вы должны тщательно и внимательно отслеживать историю того или иного застройщика, в том числе с привлечением специалистов из контрольного управления или министерства. Наша с вами задача ни в коем случае не допустить появления новых обманутых дольщиков. И вот эти вещи, как я сказал, заявление на продление разрешения на строительство, это может быть сигналом о том, что застройщик недобросовестно исполняет свои обязательства. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Тема сложная, Ярослав Владимирович, по-прежнему очень спорная. Много еще предстоит сделать. У нас завтра совещание с банком. Да. Прошу подготовиться очень подробно. С одной стороны, достаточно амбициозные задачи стоят по объему вводимого жилья. Несмотря на то, что мы идем даже, может быть, по 2018 году шли с небольшим опережением, но к 2024 году 1 миллион квадратных метров мы понимаем, что в прежней системе координат это практически невозможно. Здесь очень много компонентов, взаимодополняющих друг друга, и повышение спроса, а это качество жизни и платежеспособность населения, это и инфраструктура. К слову, мы с министерством боремся за предоставление средств на ремонт и реконструкцию 26-го коллектора, это почти 1 миллиард рублей. Велика вероятность получить в этом году, если мы, вернее, на 2020 год, но если нет, то в 2021 мы его точно получим. Это, конечно, будет большое подспорье, но если брать наши и города, и другие районы, то у нас объем по инфраструктуре средств, он огромный просто. То есть у нас есть просто горячие ситуации, это и Можга, и Ува, и Чебогодия, и Каракулина с точки зрения очистных сооружений. Это все вещи взаимосвязанные, поэтому огромную работу предстоит проделать с одной стороны, с другой стороны механизм, который с 1 июля вступает, по сути, неоднозначный, но решение принято, поэтому мы будем работать. Пожалуйста, Ярослав, присаживайтесь. Снова возвращаемся, собственно, к детям. Так мы на будущее повестку внимательно смотрите, чтобы вопросы не... О профилактике несчастных случаев с малолетними детьми в Удмуртской республике Тулуш Рустам Рашидович, исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской республике. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, прежде чем перейти к основному докладу, хотел бы немного вернуться, которая была доведена Петром Матвеевичем. Это все, что касается противопожарных режимов. В ряде регионов Следственным комитетом возбуждены уголовные дела в отношении глав районов, которые надлежащим образом эти обязанности исполняли. Но, разумеется, в тех случаях, в тех ситуациях, которые привели к каким-то непоправимым последствиям в виде человеческих жертв. Поэтому хотелось бы, чтобы эта информация была принята к сведению, поскольку в ряде случаев может наступать уголовная ответственность там, где не проведена опашка земель, другие мероприятия не проведены, и в тех случаях, которые привели к наступлению каких-то серьезных последствий. Теперь, что касается самого вопроса. Хочу остановиться на вопросе обеспечения безопасности детей. Эта тема приобретает еще больше актуальность с наступлением тепла и летнего периода. У органов власти имеются определенные наработки в этом направлении, однако в текущем году злободневность вопроса обострилась в трагедии, произошедшей в майские праздники в Кетском районе республики. Напомню, что 4 мая двое несовершеннолетних, 3 и 6 лет, совместно с другими детьми, находясь на улице без присмотра взрослых, играли в прятки у дома в деревне Большой Алып Кетского района. Дети спрятались внутри дощатой надстройки, расположенной над овощной ямой на территории огорода одного из домов.
прикрыли дверь изнутри и вставили на деревянный люк, прикрывающий вход в яму, предназначенную для хранения продуктов. Под массой детей люк сломался, и дети провалились в двухметровую, заполненную талыми водами яму, выполненную из тракторных покрышек. Самостоятельно из ямы дети выбраться не смогли, на их крики помощи никто не отозвался, в результате чего оба ребенка утонули. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы незамедлительно откачана вода из ямы, где погибли дети, доступ к ней был заблокирован. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям лиц, чьи действия или бездействия способствовали возникновению обстоятельств, повлекших гибель детей. Эти события являлись настоящим чрезвычайным происшествием для всей республики, и мы должны принять максимум усилий для того, чтобы подобные случаи не повторились, создать условия для безопасного отдыха детей, в том числе в летний период. Главами муниципальных образований Кесского района и прилегающих к нему Дебесского и Болезинского районов Удмуртской республики, начальниками отделов полиции, обслуживающих указанные районы, организован подворный обход жилых участков с целью выявления опасных построек, ям, бочек и иных объектов, не отвечающих требованиям безопасности и представляющих угрозу для граждан, в том числе детей. В настоящий момент данные мероприятия завершены. Вместе с тем необходимо провести аналогичные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на всей территории республики. Главам муниципальных образований на основе имеющихся сведений о количестве частных домовладений, расположенных на их территории, необходимо совместно с участковой службой органов полиции, представителям Главного управления МЧС России по Удмуртской республике организовать проведение подворных обходов частных домовладений для выявления потенциально опасных объектов на жилых участках. При ревизировании придомовых территорий необходимо составить список объектов, не отвечающих требованиям безопасности, самовольных построек, колодцев, ям, а также детских площадок, качелей и так далее. Принять организационные и технические меры к их устранению, ликвидации или демонтажу, или приведению в соответствии с нормами и стандартами. В ходе обходов проводить разъяснительную работу со всеми жителями, а не только имеющими детей, о необходимости ограничения доступа к возможно опасным объектам, овощные ямы, подпольные, чердачные помещения, путем их закрытия, в том числе на запирающие устройства, замки, суверенном проведении ремонтных работ при обрешаловской реконструкции и так далее. Кроме того, главам муниципальных образований совместно с заинтересованными органами необходимо проревизировать обслуживаемую территорию на предмет выявления и учета заброшенных бесхозных домов, строений, огородов и наличия на их территории травмоопасных объектов. Дети любопытны, и произойдя несчастный случай на заброшенном участке, поиск займет значительное время. Органам местного самоуправления необходимо провести инвентаризацию и составить список всех бесхозных объектов, находящихся на территории муниципального образования, принять меры к установлению местонахождения собственника, постановке на учет таких объектов. Целесообразным является ведение реестра и постоянное его обновление. При выявлении на бесхозной территории потенциально опасных сооружений принять меры к их устранению. В каникулярный период родители отправляют своих детей в пришкольные летние лагеря, в деревню к бабушкам и дедушкам. В этой связи руководителям образовательных учреждений необходимо принять меры к обеспечению безопасного нахождения детей на территории лагерей и спортивных сооружений, обеспечить наличие ограждений, надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию игровых конструкций, качели, батуты и так далее, спортивного инвентаря, постоянный контроль со стороны педагогов, тренеров, рассмотреть возможность оборудования системы видеонаблюдения. При необходимости следует проработать вопрос дополнительного финансирования с органами муниципальной и региональной власти. Главами администрации муниципальных образований с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по Удмуртской республике необходимо проверить на территории муниципальных образований места купания, в том числе бесконтрольного и массового, не оборудованных для этого гидротехнических сооружений, водозаборные и коллекторные колодцы, строительные ремонтные котлованы, пожарные водоемы и другие объекты, в том числе бесхозные, с установлением лиц, ответственных за их эксплуатацию. Необходимо также составить список этих объектов, ограничить доступ людей к опасным местам, установить баннеры о запрете купания, опубликовать соответствующую информацию в открытых источниках сети интернет на сайтах муниципальных образований. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, как координатор деятельности органов учреждений системы профилактики, безнадзорности прав нарушений несовершеннолетних, необходимо с привлечением инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных органов внутренних дел, а также представителей общественности организовать регулярное патрулирование потенциально опасных территорий, заброшенных частных владений, строек, мест массового купания, в целях недопущения бесконтрольного пребывания там несовершеннолетних. Главам муниципальных образований, главам местных администраций
руководителям образовательных учреждений, начальникам отделов полиции необходимо поручать подчиненным сотрудникам и лично на постоянной основе проводить профилактическую работу с местным населением в целях разъяснения правил безопасного использования придомовых сооружений, овощных ям, бассейнов и иных. К разъяснительной работе привлекать сотрудников МЧС. Проведение разъяснительных бесед с родителями, законными представителями несовершеннолетних, их родственниками, бабушками, дедушками о необходимости постоянного контроля за детьми, недопустимости оставления детей без присмотра должно осуществляться на постоянной основе. Перед наступлением каникулярного летнего отдыха в обязательном порядке проведение в школах родительских собраний, посвященных безопасности летнего отдыха детей. Главам муниципальных образований необходимо провести ревизию нормативной базы и привести в соответствие с действующим законодательством муниципальные правовые акты, определить конкретных лиц, ответственных за организацию работы по защите прав и интересов детей в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законом номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, предотвратить совершение преступлений легче, чем потом устранять последствия. События майских праздников наглядно показали потребность принятия органами госвласти местного самоуправления, а также органами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер системного характера, реально обеспечивающих безопасность детей и нормальное их развитие в обществе. Доклад окончен. Спасибо, Рустам Рашидович. Коллеги, тема очевидная, очень острая. Я несколько примеров приведу. В субботу, да, совершенно по другой теме, я был по адресу на улице Орджоникидзе, смотрели помещение для центра выявления и поддержки одаренных детей. Значит, выхожу, двор, там детский сад, и рядом с детским садом детская площадка. Значит, 5 мужиков уже в очень хорошей кондиции. Значит, 2 шкалика валяются у лавочки, у них пиво разливное, вокруг их же дети бегают. Значит, мальчик, папе там, значит, мяч, мол, давай поиграем. Папа берет мяч и его запускает вверх, он перелетает, значит, на территорию детского сада. Я пока подошел, начал разговаривать, маленький мальчик лезет через забор. Я говорю, вот папе, а папа уже все, у него все хорошо, у него все сложилось, праздник. Я говорю, это мой ребенок. Потом, я говорю, ну смотри, что он делает. Ой, подожди, сейчас я сам туда слазю. Вот одна из простых вот таких бытовых ситуаций, почему так происходит. Вокруг ходят граждане, жители же этого дома, просто прохожие. И на все это спокойно не все, но вот в этой ситуации я потом спросил у прохожих, говорю, это ваш дом? Да. Да они постоянно здесь пьют, уже надоели. Ну, охранник мне позвонил в МВД, приехали. Это очень большая работа со стороны всех. Мы часто видим детей там, в радиусе там, 30 метров, нет вокруг него взрослого, а ребенку там 5, 6, там, 7 лет, и они бегают. Поэтому, Светлана Михайловна, значит, с Увельнидом вместе, особенно сейчас начинается такой период летних каникул, нужна такая качественная и достаточно агрессивная пропаганда. Достучаться до гражданина, имеешь ты твой ребенок, не твой ребенок. Чтобы подобные ситуации, они вызывали абсолютно четкую реакцию. Видеть, что на детской площадке там выпивают, и там же дети, в полицию сразу сообщение и так далее. Рустам Рашидович перечислил, собственно, все риски в объектах, в мероприятиях, поэтому, пожалуйста, коллеги, мы сейчас еще как раз про летний отдых проговорим. Ярослав Владимирович, как и в прошлом году, штаб работает в еженедельном формате, каждую субботу по ВКС. Инструкция, собственно, сейчас прозвучала к применению, начиная с подомового обхода, заканчивая объектами, особенно объектами бесхозными, недострой и так далее. В 2017 году в Боязинском районе, в Болезино, именно на таком объекте подросток погиб. Бегали, лазили, играли какие-то игры, значит, оступился и упал. Вот мы, бывшее помещение «Буммаш» сейчас ремонтируется, даже, да, там, инвестором. Там, оказывается, и никто об этом особо не знал, там, оказывается, были эти, значит, как называется,
лазертаги и так далее. Вполне себе в аварийном состоянии. Ижевск это такая тоже у нас точка кипения в этом смысле. Поэтому все эти объекты необходимо еще раз проверить. Действительно, там, где есть что закрыть, закрыть. Там, где нет уже, как вот мы в Можге были, Можге, общежитие бывшее, по-моему, если не ошибаюсь, где Трофимов? Общежитие же, да, вот там было. Там гостиница «Юбилейная», представляете? Там уже и окна вынесли, и все спилили. Вот там объект, куда притягивает подростков и детей, особенно в летний период. Значит, обнести, соответственно, какими-то там лентами и так далее, но вы с коллегами сами это все решите. У нас первый квартал 2019 года, опять снижение количества рождаемости. У нас здесь проблемы, так мы еще и теряем в мирное время детей. Понятно, что все ситуации над каждым ребенком не поставишь вменяемого взрослого. Я не забуду, 17 на 18 год, в новогоднюю ночь, я приехал, там, Дед Морозом, мне писали многодетные, вот бы нам как цех, вот бы то. Я пришел, 5 минут или 7 минут ждал маму. Мама уже в неадеквате, 3 детей, это 20:00 было, да, где-то? 8 часов вечера было, еще 4 часа до Нового года. Но мы же знаем эту семью, у нас все это на контроле. Это очень серьезная проблема. Спасибо, Александр Рашидович. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте сейчас к 8-му вопросу. В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года. Светлана Михайловна Болотникова, пожалуйста. А потом Елена Ирина. Добрый день, Александр Владимирович, уважаемые коллеги. На организацию отдыха и оздоровления детей законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года на 2019 год было выделено 374 миллиона и 374 157,6 миллиона рублей. В отличие от 2018 года достаточно значительное увеличение. В 2019 году были проведены 4 заседания межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и молодежи, на которых были рассмотрены основные вопросы при организации оздоровительной кампании в 2019 году. Хотелось бы отметить, что выделенные средства распределены решением межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской Республики следующим образом. Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на подготовку автономного учреждения «Лесная сказка» 55,2 миллиона рублей. Министерство культуры Удмуртской Республики на организацию профильных смен для обучающихся детских школ искусств 3,5 миллиона рублей. Министерство здравоохранения на организацию оздоровления подростков с хроническими заболеваниями, детей, состоящих на диспансерном учете на базе санаторно-оздоровительных лагерей и санаториев, и на подготовку республиканских детских санаторно-оздоровительных лагерей и санаториев 89,1 миллиона рублей. Министерство образования и науки для организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию лагерей с дневным пребыванием на базе республиканских учреждений, республиканских профильных смен, на подготовку автономного учреждения оздоровительный лагерь «Лесная страна», молодежный лагерь «Елочка» 35,2 миллиона рублей. В апреле текущего года был также проведен отбор программ, проектов, лагерей с дневным пребыванием на базе республиканских учреждений профильных смен, финансируемых Министерством образования и науки Удмуртской Республики. И на сегодняшний день готовятся приказы и соглашения на передачу субсидий на организацию лагерей с дневным пребыванием и профильных смен, прошедших отбор экспертной комиссии. По результатам отбора Министерством образования и науки за счет средств бюджета Удмуртской Республики будет профинансировано 35 профильных смен различной направленности. Это спортивные, медицинские, туристические, патриотические, проектные, лагеря для одаренных детей, в том числе олимпиадные, предметные и так далее. Министерству по физкультуре и спорту, молодежной политике на организацию республиканских профильных смен, в том числе туристско-краеведческих,
экологических лагерей, экспедиций, походов, профильных смен спортивной направленности для детей в трудной жизненной ситуации, организацию круглогодичного трудоустройства подростков, республиканских смен профориентационной направленности, деятельности студенческих трудовых отрядов, временных детских разновозрастных коллективов, на подготовку спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Кулаковой 35,5 миллионов рублей. На слайде видно количество программ, предъявленных на экспертный совет, и количество рекомендованных к финансированию. Таким образом, по итогам конкурсов двух ведомств будут профинансированы и организованы 159 программ отдыха и оздоровления и 158 программ временного трудоустройства. Решением межведомственной комиссии и постановлением правительства Удмуртской Республики от 17 апреля 2019 года в организации оздоровительной кампании установлена средняя стоимость пребывания ребенка. В загородных оздоровительных лагерях это 700 рублей на одного ребенка в сутки. В летние, весенние, осенние, зимние школьные каникулы для всех категорий детей. Ну, здесь сравнение с предыдущими годами есть. В детских санаториях 750 рублей, в санаторно-оздоровительных лагерях 900 рублей. Единственное, что столбики должны были быть одинакового уровня. Стоимость не изменилась. Определена стоимость набора продуктов питания в 2019 году. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования, культуры, спорта и в лагерях труда и отдыха это 120 рублей на одного ребенка в сутки. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных органами местного самоуправления, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это 150 рублей в сутки, и профильных сменах, сводных отрядах и детских лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха 170 рублей на одного ребенка в сутки. Решением межведомственной комиссии при правительстве распределены средства также на организацию оздоровительной кампании по муниципальным образованиям. Это 144,3 миллиона рублей, что превышает сумму 2018 года. Ну и мы знаем, что субсидии муниципальным образованиям предоставляются в соответствии с правилами предоставления субсидий из бюджета, а также определяются по формуле и основываются на 11 показателях. На текущую дату бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены до муниципальных образований, и в мае будет заключаться соглашение в электронном формате. Министерство образования и науки ведет реестр организации отдыха и оздоровления детей, который в течение года регулярно обновляется и размещен на официальном сайте министерства. Согласно реестру, на территории республики в 2019 году планируется работа 614 организаций отдыха и оздоровления. Вы видите здесь сравнение с предыдущим годом. И следует отметить, что количество организаций, к сожалению, уменьшилось. Например, 18 загородных лагерей в прошлом году и 16 в этом году вышли из этого реестра. Это детский оздоровительный лагерь «Пламя», ну, по крайней мере, до июня не будет осуществляться деятельность. На июнь. И детский оздоровительный лагерь «Волна», потому что отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение. Есть решение суда Октябрьского района города Ижевска. Также причина уменьшения количества дневных лагерей, лагерей труда и отдыха, изменение сети учреждений, реорганизация учреждений образования. Но мы надеемся, что охват детей при этом не изменится, в том числе за счет количества профильных смен. Хотела бы отметить, что по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение количества лагерей труда и отдыха, что крайне важно трудоустройство подростков в летний период. Такое уменьшение, по данным из муниципалитетов, произошло в Игринском районе, Кирском районе, Красногорском районе, Малокургинском районе, Можгинском районе, Селтинском и Юкаменском районе, Ярском районе. И незначительное увеличение подобных лагерей труда и отдыха произошло лишь в двух районах. Это Алмазский и Сарапульский район, а также в трех районах, вернее, и также Завьяловский район. В реестре размещается полная информация об организации отдыха и оздоровления детей, наименование образовательной организации, обязательно учредитель, адреса, фактические, юридические, режимы работы, количество смен, сроки проведения смен, количество мест смены. Так. Пропускайте технические вещи, ладно? Так.
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании Министерством был проведен ряд совещаний для решения вопросов об обеспеченности своевременной и качественной подготовки оздоровительной организации к работе в летний период и выполнения требований санитарного законодательства. 4 заседания межведомственной комиссии. Кроме того, прошли несколько заседаний с участием Министерства здравоохранения, в том числе министра Титова Игоря Георгиевича. Также прошли совещания в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав. Я вас очень прошу, коллеги, ну хватит про совещание. Давайте, это же дети, безопасность по поводу питания, безопасность по периметру. Ну что мы про совещание? Кому это надо? У нас 614 мест. Все у нас оборудованы, у нас все под контролем, у нас есть проблемы, давайте о них поговорим. Ну что мы... Слушаю. Ладно, давайте, Так, просвещение пропускаем. все, я понял, давайте я коротко добавлю, коллеги, это очередное лето, детский отдых и связанные с этим, собственно, риски. Пункт 1. Безопасность. И еще раз повторюсь, Ярослав Владимирович, еженедельная работа и контроль штаба. Во время подготовки надо снимать все эти проблемы. Во время подготовки они в процессе. Напомню, что у нас в прошлом году было отравление 5 детей. Я уже не помню, где конкретно. 5 детей. Это недопустимо. Ни один ребенок не должен, упаси Господь, там, отравиться, заболеть или получить какую-то травму. 614 объектов. Это очень много. Поэтому в субботе, соответственно, подготовиться, Светлана Михайловна, не с точки зрения, с кем, какое количество вы совещаний проводили, а где у нас не решены те или иные вопросы. И что нужно для того, чтобы их решить. Вот для этого мы аппаратное совещание проводим. Коллеги, главам, алгоритм прошлого года. Еженедельно, постоянный контроль должен быть. По всем объектам. Не для того, чтобы там стращать и гайки закручивать. А для того, чтобы вовремя обнаружить проблему, ее решить. Всегда, вчера, сегодня, завтра, все, что касается детей, это приоритет. Есть вопросы? Александр Владимирович, Да. коротко продолжу еще. У нас в данный момент запущен еженедельный мониторинг и отчет муниципальных образований. По всем направлениям, то есть это заключение договоров на питание сейчас, на поставку продуктов питания, по проблемы по безопасности, обеспеченность медицинскими работниками, информация есть. И сейчас, если позволите, пролистав слайды, мы увидим состояние дел по муниципальным образованиям. Давайте с проблемных только главное. Хорошо? Пожалуйста. В принципе, в штатном режиме идет заключение договоров на поставку продуктов питания, обеспечение питания, на обучение персонала, на подбор персонала. Есть определенные сложности в обеспечении медицинским персоналом загородных лагерей. Но и получение санитарно-эпидемиологического заключения. В принципе, здесь тоже районы идут по графику, но вот есть на слайде указаны районы, которые до сих пор не обеспечены медперсоналом. Это пришкольные лагеря и нет заключений в районах по пришкольным лагерям. Какие районы? Шарканский, Сарапульский, Кизнерский, Евшур-Бодинский. Речь идет о пришкольных лагерях. Василий Геннадьевич, здесь Шарканский район. В чем проблема? Или у вас все в плановом режиме? У нас есть сроки, в котором вот эти все работы должны, договоры туда заключены? Все эти договоры должны быть заключены к началу оздоровительной кампании. Хорошо. И во многом еще зависит от того, например, если загородный лагерь, то когда медперсонал проходит, когда персонал проходит медобследование, затем идет обучение, то есть всему свой график. Как быстро территория лагеря будет освобождаться от снега и так далее. Чтобы заключить договор на
акарицидную и дератизационную обработку. Можно следующий слайд? Здесь также указаны районы, где не заключены договоры на поставку питания, дератизационную, акарицидную обработку. Но критической ситуации пока такой нигде нет. Что же касается медицинских работников, тоже работа идет. А сложности составляет то, что на федеральном уровне нет документа, который регламентирует и предписывает Министерство здравоохранения обеспечить загородные пришкольные лагеря медицинскими работниками. Дело в том, что медицинские работники во время своих отпусков выезжают в лагеря, и заработная плата, конечно, в это время разнится. Но, по крайней мере, с Министерством здравоохранения мы общий язык находим, и здесь очень плотная работа идет. Я думаю, что все лагеря к моменту открытия будут обеспечены медработниками. Да, в принципе, в еженедельном режиме на субботних ВКС текущую ситуацию будем отслеживать. 25 мая, коллеги, можно потише? 25 мая, в субботу, ВКС подводим итоги по всем заключенным и незаключенным договорам по готовности объектов и, соответственно, команд на объектах к летнему оздоровительному детскому сезону. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Еще раз обращаю внимание, не дожидайтесь, пока вот уже завтра, значит, первая смена, значит, а у нас там что-то не готово. Заранее. Коллеги, подводим итог наших майских мероприятий. Главный праздник в стране 9 мая. Он получился благодаря вам, благодаря волонтерам, благодаря коллегам из правоохранительных органов. По-настоящему масштабным. В праздничных мероприятиях приняло участие более 230 тысяч жителей Удмуртии. В акции «Бессмертный полк» 83 тысячи, из них 35 тысяч в Ижевске. Парад Победы, в параде праздничном шествии приняли военно-патриотические объединения, силовые структуры, представители промышленных предприятий Удмуртии, более 1800 человек. Особо слава благодарность значит, школам, где есть кадетские классы, школа юных летчиков была представлена. Прекрасно, когда дети, подростки, в этом как раз таки есть преемственность поколений. Мне кажется, это очень здорово. Значит, теперь, что касается ветеранов. Помимо денежных выплат к 9 мая и от правительства 10 тысяч рублей, от Удмуртской республики 2 тысячи рублей подарки, мы старались то есть, уделить внимание, как это каждый год делаем и как это каждый день делаем. У меня вот о чем большая просьба. Значит, не допускать спекуляций на тему вообще Великой Отечественной войны, на тему ветеранов. Значит, главы, вы все своих ветеранов знаете, что называется, в лицо. Я убежден, что у нас есть внимание оказывается, проблемы мы возникающие решаем и всем необходимым обеспечиваем, по крайней мере. Но если у нас единичные случаи были, я по итогу доклада уже от Сергея Витальевича Смирнова в командировке, когда ветераны не поздравили. Я не представляю эту ситуацию. Наверное, вы ездили, да, к кому-то? Это ветеран был или... Там какая-то ситуация такая пожарная была, написали в соцсетях. Участник трудового фонда. Но тем не менее, если вы знаете, что кого-то там, не дай бог, забыли, не нужно ждать 9 мая 2020 года, нужно внимание уделить. Но то, что увидели в интернете, особенно от анонимных разных источников, это про нелюдей, которым не про страну, не про людей, которые капитализируют себя на вот таких вот темах святых, Упакова и этот протест. Чем отвечаем? Только системной, постоянной работой.
только системная и постоянная работа. Я ее вижу, у меня вопросов нет. Но если, еще раз повторюсь, вот по каким-то причинам кого-то, не дай бог, забыли, исправить ситуацию, нужно приехать, навестить, решить вопросы, проблемы, ну как мы весь год и работаем, это очень важно. Поэтому особое внимание этому. Ну и отдельно хотел бы поблагодарить общественное движение. У нас есть такая инициатива, которая сейчас уже по всей республике, это транспорт ветерана. Добровольцы у нас доставляли ветеранов и их сопровождающих из дома прямо на праздничное мероприятие. 10 экипажей работало в районах Удмуртии, в Лазовском, Игринском, Шербодинском, Сарапульском, Можгинском и других районах. Это такая инициатива, очень такая чистая, открытая. Мы эту организацию будем поддерживать. Ну и вообще всех волонтеров Победы. У нас очень сильная организация. Я хочу поблагодарить. Будем также с вами работать. И просьба уделять внимание каждому ветерану, труженикам тыла. Внимание постоянно в течение года, их уже не так много осталось, много благодарности по поводу приема и так далее, но это тот минимум, который мы должны и обязаны делать. Поэтому еще раз прошу глав в течение недели, если какие-то возникли, проверьте еще раз всех через социальные службы, кому мы, может быть, не уделили внимания, и обязательно ситуацию нужно исправить. Коллеги, на этом все. Хорошей трудовой недели. Спасибо. Работаем.